Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Так, расчищаем место под палатку. Здесь очень много шиповника и кустарника. Его сейчас разрубает Николай. Вычищает все. Так, теперь убираем шиповники резиновыми перчатками, чтоб спать не мешал. Маслица нужно. Попробуем поджарить оладьи. Как получится, так и получится. Сегодня день Николы, первый день, праздник, день лета, поэтому мы жарим оладьи и приготовили вот такого гуся. Вот, в южных районах, конечно, готовят уток, но так как у нас на уток сезон еще не открыт, мы приготовили гуся. Так, ну вот, залил следующую порцию, вот. Одна ладушка уже изготовилась, вот она. Конечно же, ее испробуем с Дмитрием. Вот сидит пополам. Дмитрий Буарина. Амсая. Пойдет. Так, вот столько получилось оладий в итоге. Ну и вот плов. Так, дегустируем. Первый день лета. Плов вообще что-то с чем-то.
Так, ну вот сдаю смену. Через полчаса мужики спят. Дрыхнут. Батарея на устройстве села. Хотел вам зафотать, чтобы потом показать в инстаграме. Так, это утро 24 мая. Вот такой вот идет сплобильный ледоход. Как вы видите, все затопило. Вот сколько несет всякого. Наш берег очень хорошо подбывается. Здесь уже стоять достаточно опасно, может обрушиться. Будем в течение дня наблюдать. Так, а что у нас тут? Тут у нас, значит, тоже мои ожидания также подтвердились. Лодки стоят, а ледоход вон там несет. Но его вот стороной проносит. Все уже с этой стороны уже не идет. Основной ледоход вот здесь идет. Здесь у нас мыс более-менее держит, защищает. Вот. Здесь более крутой такой подъем. И тоже обрывистый берег. Вот он пока держит основную массу. Поэтому здесь они под защитой. Но все равно опасно. Опасное сближение. Так, вода прижимает нас все больше и больше. Наш островок становится все меньше и меньше. Сейчас подтягиваем лодки интенсивно, буквально через каждые полчаса. Сейчас будем вытаскивать лодку туда, на сушу. Так, ну тут уже начинает происходить полный беспорядок, конечно. Вот смотрите, полный беспредел твориться начинает. Армагеддон. Чего мы и боялись, вот. Так, вот здесь вот с той стороны как будто уже вот приблизилась кромочка. Короче, этот день нужно пережить как-то. Этот и завтрашний день нужно пережить. Вот наш табор вот так вот выглядит. Вот Дмитрий стоит. Ну чё, пошли таскать вещи. Стаскивать все в одну кучу. Потому что все, это уже край. Ну вот этот бугорочек останется, думаю. Песочек. И нормально. Посмотрите, вода на глазах прибывает. Она просто прибывает на глазах. Разобрали палатку. Сейчас я ее буду перетаскивать вот на такой же бугорок, только который вон там. Там будем все содержать. До вечера. Вечером будем посмотреть. Ну вот сейчас вот лед остановился. Очень много напихало, поэтому с Николаем предположили, что, наверное, скорее затор. Из-за этого вот это вот произошло. Видите, вот как быстро она приходит, вода. Поэтому, ребят, стихия очень опасная штука. Всегда будьте с опытными людьми или сами, если знаете, что делаете, все свои действия заранее просчитывайте. Так, ну что тут осталось?
буквально по мелочи. Мои спальные вещи, да стол, да еда осталась. Ребята уже свое все утащили. Ну вот, буквально один раз сходил за вещами. 2 раза, то есть один раз сходил, потом вернулся. Вот уже тропинку уже нету, который шел. Потому что вода вот что делает, посмотрите. Вот видите, вот она как. Она просто прет. Просто вот на глазах она вот прибывает вот. На глазах. Вот так вот, друзья. Так и живем. Так, сейчас будем делать погрузку в лодке потихоньку, наверное. Мы предполагаем, что уровень воды будет вот до сюда. И ледоход должен нас не задеть. Вот этот песок останется. Но все равно нужно заранее быть готовым, поэтому сейчас большую часть того, чем не пользуемся, будем делать погрузку просто. Вот и все. С земли выходят пузырики, а вода прямо аж бежит таким потоком, устремляется. Посмотрите, вот палец поставлю сейчас. И он уже в воде. Еще раз, сейчас еще одна волна. Следующую волну подождем. О, вон дырка осталась. Вечерний ужин. Скоро вода очистится, мы поедем домой. Ото льда очистится, здесь будет чисто, 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 чисто. Так, ну все, вот так вот проходит день. В общем, уровень воды пока нормальный. Вон там Дмитрий где-то ходит, там дежурит. Один там спит Николай. Я здесь буду сейчас спать. Потом сменимся ночью.
В общем, мы прорваться нам не удалось, потому что там кое-где в одном месте мы наткнулись на затор. Из-за этого вот заехали на остров, в протоку такую вот. И буквально вот, когда мы после того, как заехали, пошла река. Опять лед пошел. Буквально чуть-чуть не смогли доехать, ну где-то километров, может, 20. Сейчас вот посмотрите, Дмитрий вот сидит на носу, ломает ветки. Будем сейчас турбопечкой готовить гуся. Николай вон гуся почистил и уже в этот котелок складывает. Дмитрий ломает дрова. Но это слишком крупные. Надо мельче делать эти дрова для турбопечки. Вот так, короче, мы застряли. Может, до ночи подождем. Если ночью не получится, то завтра утром попытаемся. Еще по дороге у меня моя помпочка накрылась. Из-за этого воды много в лодке. Вон, все плавает. Приходится все руками черпать. Так, ну вот 11 часов ночи, мы легли спать. Река по фарватеру бежит, еще лед идет. Вдоль берегов уже расчистила. Но так как нам надо на ту сторону переехать, мы это будем делать утром рано. А сегодня пока отбой. Вот поужинали. Вещи все ребята сюда положили. На нас я на нас тоже бросил вещи. Ну и вот так поставил раскладушку свою. В принципе, сегодня так будем спать. Еще одну ночь и нормально. Так, ну вот и настало утро. Вот на той стороне мы переночевали. Утром откачал воду. С ребятами заправились. Значит, я за вчерашний день сжег неплохо бензина, потому что туда-сюда мотались. Сейчас вот осталось буквально последний бак и еще там маленько литров 7. Посмотрим. По моим расчетам должно ровно хватить, если крушить не будем. Сейчас вот на той стороне, получается, заехали в одну протоку. Она вся забита льдом. Через нее хотели выскочить под гору и вдоль горы поехать. Получается, сейчас пока будем ехать вдоль фарватера, посмотрим. Пока чисто. Вот ребята едут.
Приехали почти. Скоро Жиганск за горами. Итак, почти подъехали к поселку. У одного из моторов закончилось топливо. И у меня там тоже маленько на исходе. Поэтому сейчас плывем в связке. Вот за тем поворотом получается еще один такой поворот будет, мыс. И там уже будет поселок. Отсюда где-то осталось, ну, километров, может, 18. В принципе, все на этом. Выпуск заканчивается. Уже все зеленеет, пахнет свежей хвоей лиственничной. Самое главное, что мы прорвались. Так, ну вот приехали. Сейчас я последние вещи собираю. Подъехали под не основной берег, конечно, поселка, а чуть ниже. Чуть выше, то есть, извиняюсь. Вон там поселок находится, вот. Но так как тут все, весь поселок во льду, то туда не проехать. Через несколько часиков придем здесь, проедем. Вот, на гору затаскиваем. Довольно крутой подъем. Потом отсюда надо еще до машины тащить. Конечно, плохо, что в наше время уже ничего нельзя оставить в лодке, хотя бы даже на несколько часов. У меня зимой стащили дистанционку, вырвали прямо с корнем. Поэтому пришлось нынче новую приобретать к этому мотору. Теперь я уже более осторожен и все выношу из лодки. Надеюсь, в этот раз дистанционку не оторвут. Не буду же я ее откручивать. Через несколько часов приду за лодкой. Нас уже встречает всеми нам знакомый Гаврил Яныч на своем автомобиле. Он многих встречает с весны. Сейчас Гаврил Яныча посмотрим. Мы первые, кто приехал с Маевки, говорят. Но это не удивительно, вы сами видели. Очень торопимся домой просто. Супруга завтра улетает в Якутск. Нужно гостинцев отправить. Он Гаврил Яныч ходит. А? Все бар. Блин, агалды.